Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час з намі на сувязі наша выдатная экспертка Роза Турарбекова. Я уже не буду пералічваць усе рэгаліі, пасады, званні і ўсё астатняе, таму што ўжо колькі знаёмыя, так што і так усе цэняць задумкі найперш, якія выказвае спадарыня Роза, а не за пасады и гоноровые звания. Так что добрый день, спадарыня Роза. Добрый день, Зміцер. Ну что, я думаю, что мы по нашей завядёнцы и традиции спочатку возьмем такие политичные подеи, может быть, у свете и у Беларуси, ну а потом на нашего любимого конька ускочим и будем обмярковывать координацыйную раду. Ну як без гэтага? Не, без гэтага уже ніяк, тому что калі я там, то я павінна нашим слухачам і выбаршчыкам маім нешта гаворыць про гэта. Ну, безумоўна, тым больш, што мы ўжо дамовіліся, што спадарыня Роза наш, так бы мовіць, з аднаго боку ньюсмейкер такі, які навіны нам прыходзіць, з другого боку такі наш агентура наша ў координацыйнай радзе. Конечно. Инсайд. Дарэчы, про агентуру мы таксама сёння пагаворым, але пазней. Так што давайте про міжнародныя падзеі. Можа быть, самая такая свежая з апошняга гэта так званая мірная перамовы по Украине, якія праходзілі у выходныя гэтыя у Швейцарыі. Вы яшчэ да таго, як гэтыя перамовы пачаліся, мы з вами іх абмяркоўвалі, як бы, што чакаць ад іх, і вы вельмі скептычна адразу паставіліся да магчымых вынікаў гэтых мірных перамоваў. Ну і як слушна, як мне падаецца, і образна вельмі сказаў, ахарактарызаваў вынік гэтых перамоваў наш знаёмы агульны Евген Магда. Ён напісаў: Альпы нарадзілі 3 мышэй. Ну так вось, ваше меркаванне все ж таки, як вы ацэньваеце гэтую падзею? Но это не перемовы, то есть это не переговоры. Я сейчас просто маленький ликбез для наших слушателей. Переговоры отличаются от всех других видов социальной дипломатической коммуникации тем, что их целью является решение проблемы путем достижения соглашения. То есть буквально целью переговоров является достижение мира через подписание соглашения о мире или договора о мире. Естественно, что ожидать от этой встречи женевской, да, от этой конференции такой цели нельзя было. Поэтому это буквально площадка международная, где сейчас осуществляется в первую очередь консультации и обмен мнениями. А вот что касается консультации и обмен мнениями, здесь все как бы хорошо, потому что собрали, насколько я знаю, там где-то в районе 100, да, государств, из которых, по-моему, там львиная доля, около 80, по-моему, подписали вот эту декларацию, то есть согласились друг с другом, да. И это такое узмацнение, да, буквально усиление переговорной позиции для Украины. И в этом смысле Женевская площадка была достаточно успешной. Но вот ожидать от нее, что это будут переговоры, да, цели с которой свои ставят мир, подписание соглашения, ну, было бы странно, потому что там самое главное, это России не было. Вот, это первое. Второе, не знаю, было ли, но вот в преддверии, например, подготовки настоящих переговоров ведутся переговоры о переговорах, пока мы и этого не наблюдаем. Поэтому в целом я призываю оценивать ситуацию трезво. Произошел обмен мнениями, да, консультации, подписание декларации, и основная цель для украинской стороны, она, в принципе, была достигнута, это усиление переговорной позиции. И информирование международного сообщества, потому что, надо сказать, за последние 2 года много чего изменилось, и фокус с Украины стал смещаться на Ближний Восток, и вот сама вот эта интенция относительно того, что как бы Россия грубо нарушила международное право, вторглась на территорию Украины, были совершены преступления против человечности и военные преступления в том числе, и что ордер на Путина все-таки был выписан, да, Гаагским судом. Все эти факты стали как-то, извините меня за выражение, блекнуть.
Вот. И с моей точки зрения, как раз именно это событие, оно было призвано еще раз международным сообщество консолидировать по этому вопросу, потому что это не просто выбирать сторону вооруженного конфликта, это как бы подтверждение основных базовых правил международного права, то есть международного буквально сожительства, да, на этой планете. Вот, поэтому в этой связи, да, цель такая очень, конечно, размытая, но с моей точки зрения, те задачи минимум, которые были поставлены, наверное, они были выполнены. Конечно, было бы замечательно, если бы все 100 подписали, все, кто приехал, те бы подписали. Но это как бы чудеса. Чудес, как известно, они случаются крайне редко. Это не тот случай. Але спадарыня Роза, глядзіце, калі глядзець вот нездарма там прыгадалі про 3 мышэй, тому что 3 асноўныя былі такія рашэнні ці пазіцыі у заключным дакуменце. Гэта марскі гандаль і недатыкальнасць марскіх судоў, гэта Запорожская АЭС і ўвогуле как бы атомнай электрастанцыі, і гэта абмен палоннымі. І тут ёсць некалькі пытанняў, адразу ўзнікае: а чаму ўсё ж такі ніякім чынам не прагучала, ну как бы не агучана была норма патрабавання вываду расійскіх акупацыйных войскаў з тэрыторыі Украіны? Гэта раз. По-другое, ну уже калі нават мы кажам, ну вот бярам гэтыя 3 пункты прапісаныя, гэта тое ж самае як выказванне заклапочанасці еўрапарламентам, ці вот ўсё ж таки якія тут далей, вот што далей с этими нормами? Но, я так понимаю, это были те условия, под которыми были готовы подписаться 80 государств, насколько я поняла. Да? То есть это минимум. Я поэтому и сказала, что это минимум. А Магда это, конечно, назвал более таким резким словом, да, 3 мыши. Я его понимаю, потому что он гражданин Украины, и как бы для него это, в общем, фактически ничто по сравнению с тем, что хотелось бы получить. Вот. Но это то, что волнует международное сообщество сегодня, и на чем они согласны сегодня вот в этом составе 80 государств. Вот это минимум, какой есть, на жаль. Вот то, что их интересовало больше всего. Морская торговля, да, ядерная безопасность, да, и обмен пленными, но это как бы базовая вещь в международном праве. В принципе, во время ведения войны, конечно, обмен военнопленными является одним из таких первых условий, которые в общем и целом, как правило, выполняются всеми. Вот, поэтому, так. Вот так. Ну, в любым выпадку гэта как бы такое пазіцыя, пажаданне, але ніякім чынам інструментаў, каб дамагчыся выканання гэтых, ну, как бы агучаных тэзаў няма ні ў каго. Ну, это обозначение, конечно, красных линий. Вопрос, кто будет следить за тем, чтобы эти красные линии не пересекались. Все 80 государств навряд ли. Вот. Потому что инструмент Совет Безопасности, он не рабочий. По меньшей мере 2 членов, включая агрессора, да, не было на конференции. Я имею в виду из постоянных членов Совета Безопасности. Ну, что приходится делать? Ну, приходится придумывать такие промежуточные инструменты. Они, к сожалению, вот такие. Это все свидетельство, конечно, кризиса системы международных отношений. Вот мы и подтверждаем это. Это минимум. Это самый низкий минимум, который на сегодняшний день существует. Вот мы его увидели. Все. И даже не все 100 это подписали. Это, конечно, возмутительно с моей точки зрения. Ну, той, што не падпісаў Кітай, з аднаго боку чакана, а з другого боку, ведаючы, што там не одно дно ў рашэнні любым кітайскім, што вам бачыцца за вот гэтай такой іх пазіцыяй? Я думаю, что они таким образом дают понять, что они оставляют за собой поле для маневра, в том числе и для того, чтобы осуществлять. Я думаю, что они не оставляют мысли о том, что им удастся сыграть, например, какую-то там более важную посредническую роль, а для этого они хотят сохранить в первую очередь хорошие отношения с Россией. Поэтому они не подписали. Ну, им как бы это все не сильно с них убыло, как говорится.
Про Россию у дадзеным выпадку с аднаго боку заявы ідуць про тое что ну як можна там нешта абмяркоўваць по гэтым пытанні без удзелу России, с другого боку кажуць, а калі прыгадаць ялтинскую конференцию, на ей что Гитлер прысутнічаў, с третьего боку мы уже чуем про тое что на наступную конференцию ну прынамсі будзе запрошаны Путин, і прэзідэнтка Швейцарыі Віола Амерт заявила что ён можа ехаць спокойно, ён тут не будзе арыштаваны у Швейцарыі. Ці варта разлічваць что Путин сапраўды рызыкне прыляцець у Швейцарыю, і ці варта ад гэтага нешта чакаць? Ну, во-первых, я не думаю, чтобы если Швейцария дает такие гарантии, они будут нарушены. Первое. Второе, а зачем это Путину? Пока Путину, по-моему, это незачем. Потому что это, как я уже говорила, это пока не настоящий переговор. Это пока что там обмен мнениями и консультации. Все. И в итоге они подписали вот такой очень слишком рамочный документ под названием «Декларация». Какой там еще у вас был вопрос, простите? Ну, нават калі ён прыедзе туды, ці варта нечага чакаць ну, по выніку вырашэння гэтай войны, завяршэння яе? А прежде чем он приедет, должна будет проведена очень серьезная подготовительная работа. И если он приедет, то уже что-то будет подписано. Но проблема заключается здесь в другом. Мне не совсем теперь понятно, может, есть там, как это, кремлеведы, кто там, кремлетологи, кто они там. Вот. Это, наверное, их надо спросить. Насколько сейчас процесс принятия решений в России сильно изменился, насколько он сейчас персонифицирован. От этого зависит, например, как будут подготовлены предварительно какие-то документы, которые, собственно говоря, и могут стать мирными соглашениями. Вот о чем идет речь. Путин-то приедет. Вопрос, какая предварительная работа будет проведена. Я думаю, что если предварительной работы и какого-то предварительного текста не будет, он никуда не поедет. Зачем ему это? Тем более, как вы говорите, так рисковать, да? Вот. Поэтому самое главное, как будут вестись переговоры о переговорах. А вот признаков этих я еще не вижу. То есть, в общем, до мира еще далековато, скажем так. До того момента, когда Путин куда-то приедет, если приедет вообще. Давайте да іншых тэм звернемся. На мінулым тыдні шмат абмяркоўвалася, і прынамсі прадстаўнікі офіса Ціханаўскай падавалі гэта як вялікае дасягненне, што у выніковай рэзалюцыі сустрэчы ў фармаце лідараў у фармаце G7 узгадывалася і Беларусь, маўляў, цэлы абзац быў там Беларусі прысвечаны, там і палітвязня узгадалі і сітуацыю ў краіне і гэтак далей. Маўляў, вось якое дасягненне. Гэта сапраўды дасягненне? Да, попасть в фокус G7 – это достижение. Это достижение, особенно учитывая достаточно низкий интерес в мировых СМИ к белорусской тематике. То есть это прямо, я бы сказала, да, прыгнуть выше головы. И в этом смысле мои комплименты о работе офиса в этом направлении. Это действительно достижение, особенно учитывая достаточно низкие стартовые начала на сегодня. Стоит ли от этого ожидать разрешения политического кризиса в Беларуси? Нет, пока нет. Ну так, вось і сапраўды тады ўзнікае пытанне: ну малацы, ну ездзіце, ну сустракаеце, ну дамагаецеся, і што? Ну не сдают нас. Не сдают пока. Вот о чем речь. Пока их позиция принципиальна. Они о нас не забыли, они нас не отдают. Не отдают Беларусь на откуп России. Вот. А калі падсумаваць, на ваш погляд, вынікі візіту у ЗША, Вашингтон, вот апошнія, асабліва з улікам, калі рабіць это, што можа быць галоўны чалавек у Белым доме зменіцца по выніку выбораў? А самое главное, что Светлана Тихановская встретилась с теми, по-моему, кто делал вот этот вот акт демократии, проект в Нижней Палате, в Конгрессе, да? Вот. Это значит, что она встречалась с республиканцами. И мне кажется, что это очень хороший ход, как раз на тот случай, если поменяется администрация.
Вот мой ответ короткий. Ага. Добра, давайте яшчэ раз вернемся до еўрапейскіх падзеяў і тут вот да бліжэй до нас да сітуацыі у Польшчы. С аднаго боку прыйшла інфармацыя про тое, што цягам гэтых выходных 430 мігрантаў спрабавалі нелегальна перасекчы беларуска-польскую мяжу. І с аднаго боку вось гэта, з другого боку вось прайшло апытанне ў Польшчы, што рабіць з гэтымі мігрантамі, вот што як лічаць палякі, як трэба сябе паводзіць польскім уладам. І яны выступаюць за тое, каб іх вельмі так рашуча тармазілі і высылалі, імгненна высылалі назад у Беларусь. То есть вот как бы нема того, что ну давайте вот тут можа быть, тут войдем в положение, там отвезем, посадим в автобусы, отвезем в Германию, як это там некалі у 21 годзе прапаноўвалася. І вот як гэта ўсё уплывае на ситуацию, на стаўленне на беларускае пытанне? Но плохо, потому что идет секьюритизация отношений с Беларусью со стороны польского правительства. А вот тут как бы последние дни, там буквально последний день, по-моему, обсуждался вопрос о твите, да, Дональда Туска в отношении виз, да, которые выдаются для бизнес-виз, которые выдавались для белорусов в том числе, что это была такая возможность для заслания агентов, да, буквально, настоящих агентов, а не фейковых, да, не придуманных. Вот. И мне все это видится в достаточно пессимистичном ключе. Я пока еще не знаю, как возможно преломить эту ситуацию, как надо работать в первую очередь с польским, конечно, общественным мнением, с польскими политиками-то контакт вроде есть, но польские политики, они же не нам подотчетны, да? У них избиратели свои есть. Нужно, конечно, оглядываться в первую очередь на польское общественное мнение, а все эти факты, они ожесточают польское общество против Беларуси. И ну, не будет обычный польский гражданин заниматься развлечением, как это там, режима, да, и простых белорусов. Вот. И так, в общем, польское общество достаточно толерантно к белорусам относится. Но вот все эти факты, они ставят своей целью вот это опускание железного занавеса и в первую очередь вызывать чувство страха и тревоги как раз именно у польского избирателя, который будет требовать от своих политиков закрыть границы. Вот этим опасно. И с моей точки зрения, вот этот тренд пока он не преодолевается. Тут вопрос, что необходимо делать. И у нас не так, к сожалению, много инструментов для того, чтобы ситуацию преломить, чтобы убедить, что мы не режим. Только тем, что мы продолжаем быть видимыми. Но мы видимы только для экспертов на самом деле. Мы же не видимы для для польского общества в целом. Польское общество устало от того, чтобы оказывать помощь Украине. Вы же знаете это. Вот. Белорусы просто в этой ситуации на заднем плане всегда были. И в отношении белорусов там не принималась такая широкая программа помощи, да? Вот. Но в целом, конечно, тренд нехороший. И это все еще в копилку того, что нашим демократическим силам надо ставить в первую очередь своей задачей адвокацию белорусов. Вот акурат такі я таксама чытаў меркаванні ваших коллег і вы зараз яго агучылі, што ўся гэтая сітуацыя, ось тое, што было агучана Тускам Дональдам пра гэтыя візы для айцішнікаў, якімі скарысталіся как бы і у тым ліку спецслужбы, каб закінуць сваіх агентаў. Правда, застаецца адкрытым пытанне, куды глядзелі тыя, хто гэтыя візы выдаваў. Вот. Але ўсё ж таки вот железная заслона, то есть реально яе падзенне, яе усталяванне становится все больше и больше реальным. У гэтай ситуации у нас ёсць рычаги, каб неяк все ж таки супраціўляцца гэтаму, адстойваць, каб яна не опускалася, ну ці прынамсі, каб у ёй былі дзіркі. Надо быть, наверное, все-таки более активным. И у меня зараз претензия не до наших политичных, да, акторов, я маю на увазі офіс ці
нават кабінет. Ну, зараз Координаційная рада находится в состоянии как бы, ну, формирования, да, потому что там все пока что сложно. Вот. Но у меня сейчас претензии не здесь. И вообще, в принципе, не хотела бы там претензии предъявлять. Но что необходимо делать? Да? Мне кажется, что надо быть более активным на низовом уровне, чтобы белорусов было видно на низовом уровне. А, к сожалению, сейчас запугивание, да, буквально, белорусов, чтобы они не выходили на акции, как раз именно направлено именно против этого. И то, что я могу сказать, в тот момент, когда мы сдадимся, когда мы поддадимся страху, в тот момент мы и начнем терять свои рычаги. Наш главный рычаг – это солидарность и активность. Так, яшчэ трошку па замежжу прабяжымся. Арменія. Вот як гэтая сітуацыя, на ваш погляд, там разварочваецца? Ўсё ж таки пайшла эскалацыя з боку Еревана ў дачыненні да АДКБ, Москвы там і Мінска, Лукашэнкі. Ці ўжо ўсё ж таки так вот яны как бы высказаліся эмацыйна дзесьці, а дзесьці можа быць наадварот прадумана эмацыйна, і зараз все вот все как бы подвисло. Вот як вы оцениваете? А я не знаю, какие-то шаги были с армянской стороны по прекращению, ну, как бы, по сокращению связи, отношений с Беларусью или нет. Мне кажется... Ну вот только что послов откликались и с одного, и с другого боку, и все. Мы с вами обсуждали на посла. Ну, это консультации, да, это свидетельствует о таких тревожных звонках в дипломатических отношениях, но за этим пока ничего не последовало. Поэтому, ну, давайте подождем, посмотрим, что будет дальше. Але ваш прогноз, наколькі ўсё ж таки стрымлівае той же самый Ереван для, ну, нейкай эскалацыі вот этого ўсяго далейшага разрыву адносінаў, тое, што, як там казалі ў 20-м годзе, калі раптам што, то Путин уведет танки ў Мінск. Там таксама такая вот верагоднасць стрымлівае, можа быць, Ереван ад нейкіх далейшых дзеянняў? Не, ну до разрыва дипломатических отношений еще очень далеко. Это просто, это такой климат отношений сейчас, ухудшающийся, да, буквально ухудшение климата двусторонних отношений. Это мы наблюдаем. Вот насколько этот тренд является постоянным, покажет ближайшие недели. Посмотрим, будут ли предприняты какие-то действия, а может быть и нет. Но до разрыва дипломатических отношений еще очень-очень далеко. У Беларуси все еще не состоялось разрыва отношений даже вот с западными странами. Несмотря на то, что посольств нет, там послов нет, вернее, посольства есть, послов нет, там и так далее, и тому подобное, но минимальные технические контакты остаются, это означает, что дипломатические отношения не разорваны. Даже в отношениях с Украиной у нас нет завершенного процесса разрыва дипломатических отношений. Как вы знаете, из Киева белорусское посольство выехало, да, а украинское посольство из Минска не выехало. Выехал посол, но само посольство працует, да, то есть, как бы, и даже консул есть, он занимается консульскими вопросами настолько, насколько это вообще возможно в этой ситуации. Поэтому нет, до разрыва отношений далеко, ухудшение отношений двусторонних, климат буквально отношений мы наблюдаем. Как далеко зайдет армянская сторона, я не уверена, что они пойдут слишком далеко. Путин и Россия все еще, конечно, являются сдерживающим фактором для Армении. Вначале Армении необходимо разобраться с этим, а потом уже разбираться там с Лукашенко, Белоруссией и так далее. Но это, на мой взгляд, да, как там это смотрится из Еревана, мне сложно сказать. Может быть, мои армянские коллеги, эксперты армянские, это лучше могут прокомментировать. Ну так, тым больш, што сёння ў нас у эфіры будзе палітолог Рубен Міграбян, мы з ім гэта ўсё абмяркуем, але ну просто вот ваше бачанне, я тут нават не пра разрыв отношений, ну как бы навошта, маўляў, ну как бы мы ж как бы все суседзі, ўсё адно, але мы выходзім з АДКБ для того, каб нам была магчымасць там ўсё ж таки больш шчыльна адносіны з Евросоюзом налажваць. То есть вот оно гэта можа справакаваць нейкія рэзкія рухи Москвы? Да, может. Коротко. Пока еще не думала, как и когда, но да, может. Поэтому, мне кажется, армяне хоть и действуют, да, вот такие речи эмоциональные, но что касается самих действий, да, самих действий еще пока нет. Я хочу сказать, что у Армении это нет уже общей, по-моему, границы с Россией.
Вот. И такая же ситуация, примерно такая же ситуация была у Узбекистана с Россией, да, когда Ислам Каримов приостановил, такая интересная формулировка была, приостановил членство Узбекистана в ОДКБ. То есть он и не вышел, но и перестал как бы принимать участие в саммитах ОДКБ. И все, и как бы и на том эта ситуация так и висит. Вот приостановил. Что значит приостановил? Фактически вышел. Вполне возможно, что такая схема может быть и здесь, но проблема заключается в том, что в Узбекистане не было российских войск. И Узбекистан был тогда стратегическим союзником США. И как бы совсем другая ситуация получается. А у Армении как бы ситуация другая. Степень зависимости от России гораздо выше. Ну і может быть вот гэтую міжнародную тэму завершаючы, але таксама у беларускім кантэксце Лукашенко спадзяецца сустрэцца ў межах ШОС с кітайскім кіраўніцтвам Сі Цзіньпінем. Наколькі вось гэтыя такія грандыёзныя планы, ну там же ж, конечно, всепогодное сотрудничество, друг Сі, там все такое, але наколькі гэта магчыма і ўвогуле, што Беларусі дае ШОС? Площадку для контактов, усиления, так скажем, международного признания, то, с чем у Лукашенко проблемы, и по ходу решения тех вопросов, которые он не может решить, потому что для него не находится расписание, да, в графике, например, Си Цзиньпиня. Вот. Например, что касается банка, который бы предоставлял бы кредиты, это отдельно существующая структура. Для этого не обязательно ездить на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Я не думаю, чтобы китайцы пошли сейчас на это, учитывая то достаточно сложное инвестиционное законодательство, которое есть в Беларуси. Вот. Ну, все, собственно говоря, все, на что может рассчитывать Лукашенко. Но для него это уже хорошая новость, потому что на саммит, как вы знаете, «Шелковый путь» его не приглашали. Предыдущий саммит, по-моему, ШОС, он прошел, по-моему, в дистанционном формате. Получается, у Лукашенко не было возможности лично пожать ручку Си Цзиньпиню, лично, да, какие-то вопросы решить. Конечно, режим офлайн это сильно отличается от онлайн. Вот, поэтому, собственно, и все. Я все еще придерживаюсь того, как бы, тезиса, что это, ну, по большому счету, не очень много чего дает. Ну, а если сравнивать с тем, что там трубят в пропаганде, да, пропагандисты, ну, так это просто сказки. Чарговы раз антысемітызм Лукашэнкі праявіўся, і ў чарговы раз Ізраіль выказаў сваю незадаволенасць з гэтай нагоды. Наколькі гэта сур'ёзна можна ўспрымаць? Ці там ужо таксама ўсе прывыклі, гэты ляпнуў, ну мы мусім адказаць, хоць і ведаем, што как бы ўсё, што ён гаворыць, это как бы без толку, але вот ці будзе нейкі, вот ці бачыцца вам нейкія канфліктныя адносіны паміж Мінском и Тель-Авивом? Ухудшение отношений с Израилем – это, конечно, нежелательно сейчас для официального Минска, но что тут сделаешь, как говорится, ляпнул и ляпнул. А может, он и не зря ляпнул, может быть, он это ляпнул, потому что как бы Москва сейчас совсем себя по-другому ведет, и во всем этом конфликте с Палестиной у Израиля как бы Лукашенко дает понять, на чьей он стороне. Вот. Но что касается возможных последствий, последствия могли бы быть, если бы на сегодняшний день израильскому правительству было бы, извините меня за выражение, нечем заниматься. Да? То есть если бы они находились в состоянии покоя, да, относительного и нормального такого функционирования. Но так как сейчас этого об израильском правительстве сказать нельзя, то я думаю, что в общем и целом, скорее всего, про это дело забудут. На это просто нет, ну, как бы, внимания и ресурсов. Вот. Ну а в целом, конечно, риск определенный есть. Это может, к сожалению, сказаться именно на контактах между людьми. Там, я не знаю, с какими-нибудь там последствиями такими могут столкнуться. Вот это да. И в первую очередь, конечно, могут люди пострадать от этого. Унутрабеларуская ситуация, ну и звязаная, может быть, ускосна, а может быть и не, с адукацией, что вам близкая тема. Лицею БДУ ўсё ж таки надали імя чекіста Дзяржынскага.
Ну, здаецца, надалі сабе і надалі. Ці ўсё ж таки не ўсё так просто? Вопрос, как это воспринимается, да, ну, воспринимается это как признак, да, реакции, как признак установления или возврата назад, установления неосталинизма. Вот. Для людей, которые находятся внутри Беларуси, это еще один сигнал того, что как бы репрессивная политика продолжится. Но самое главное, лично я считаю, что это все говорит об усилении влияния КГБ. Это все про КГБ, это все про то, что они сейчас буквально увеличили, да, многократно свое влияние на принятие решений везде. Вот. И то, что они лицей БДУ поставили под свой даже не контроль, а имя, это просто такой символический жест. Вот о чем это говорит. Але якое, в прынцыпе, якая справа КДБ да ліцэя БДУ? Ну, займаецца ліцэй там падрыхтоўкай з там падлеткаў, ну, выступила з ідэяй першапачаткова перайменавання дырэктарка ліцэя Тацяна Мамчыц. Вот якая, навошта тут, у чым профіт КДБ вот у такім дзеянні? Контроле во влиянии на сферу образования. Самый главный университет в стране, самый лучший лицей в стране. Они его контролируют. Все. Это все к вопросу о влиянии. Теперь все вопросы через них будут решаться, включая кадровые вопросы, включая прием детей, кстати. А это, я вам хочу сказать, серьезный политический капитал. Все же хотят устроить своих детей в лицей. БДУ – лучший лицей в стране. Ну да, як ужо паспеў пажартаваць Дзіма Нарышкін з гэтай нагодай, па заканчэнні вучэбнага года усе будуць здаваць іспыты, а ў ліцэі БДУ будуць здаваць бацькоў студэнты. Или так. Или как бы вопрос влияния. Вопрос влияния, увеличения многократного влияния КГБ, офицера КГБ в частности. Вот. Ну, вы видите, что по этим самым, по тем материалам, которые киберпартизаны размещают, каков уровень влияния. Решаются все кадровые вопросы, через их руки проходят. Решаются все вопросы по студентам, через их руки проходят. Это колоссальное влияние на самом деле, потому что нет таких родителей в Беларуси, которые бы не хотели бы, чтобы их ребенок учился в лучшем вузе страны и в лучшем лицее страны. А яны по-ранейшаму застаюцца лепшымі. Вот мы з вами не один раз абмяркоўвалі сітуацыю, якая адбываецца, ну, прынамсі на ВНУ. І звесткі, якія вось былі тыя ж самыя кіберпартызаны з БДУ дасталі пра тое, колькі выкладчыкаў, аспірантаў, супрацоўнікаў было звольнена па палітычных матывах, яны застаюцца лепшымі і навучанне, і ўсё астатняе. Да, потому что то же самое происходило в других вузах. И как бы, когда ухудшается общая ситуация, все же падают вниз одновременно. Никто же не остается на каком-то там, я не знаю, Полоцкий государственный университет. Остается, а БДУ падает, да. Просто в Полоцком, может, университете чуть позже начались репрессии. Руки не доходили пока. А БДУ сразу попал под каток. Туда сразу был назначен Черкасский. Был назначен сразу, он, по-моему, был в конце сентября назначен. Такого, например, до Полоцка не докатилось еще. Вот. Ну а сейчас все как бы сравнялось, все хорошо. Сейчас в Полоцком университете Озаренок читает лекции. Поэтому как бы на фоне этого БДУ все еще продолжает оставаться лучшим из худших. Ну вы что, узровень выкладання ввогуле ў Полацкам універсітэце адразу павінен быў скочыць на некалькі пунктаў наверх з прыходам туды такого дасведчанага выкладчыка і навукоўца, як Азаронак? Ой, мне студентов жалко, я вам честно скажу. Я просто себе не могу представить, как это осуществляется, эта коммуникация, что они могут у него взять. Вот. Это реально как-то совсем уже плохо. Вот. И на неокрепшие, как говорится, умы, да, дай бог, чтобы как бы хватило какого-то там
трезвости ума, но если трезвости ума взрослым не хватает, то ну, что там от детей требовать? Они все еще дети, у нас же очень молодые студенты, самые молодые в Европе. Вот, поэтому, конечно, не на неокрепшие умы и вот такое, это совсем плохо. Ну что ж, калі ўжо закранули прапаганду, то уж выбачайце, спадарыня Роза, ну не магу абысці гэта увагай, але я так разумею, что ваш узаемны абмен любезнасцямі і дэманстрацыяй прыхільнасці адзін да аднаго паміж вами і турам працягваецца. Вось у адказ на наш папярэдні эфір, дзе вы назвалі тура двоечнікам, ён зараз выступіў са сваёй праграмай і патлумачыў сваю любоў да вас тым, што ну яна ж наша. Наша яна. Вот паглядзіце, памятаеце, быў такі праект Сонар 2050, які курыраваўся ФСБ, дзе былі агенты ўплыва ФСБ, ці можа канкрэтныя ФСБшнікі. Толькі там былі, і там была сярод экспертаў спадарыня Роза Турарбекавая, экспертам і матэрыялы свае давала. Так што нашы там. Так што, спадарыня Роза, давайте ўжо прыйшоў час раскалоцца. Вы ўсё ж такі агент уплыва ці канкрэтна супрацоўнік ФСБ? Не супрацоўнік, не платят. Супрацоўнику платят. То есть есть которые а есть которые на. Те, которые работают на, это как бы, ну, эти... Вот. А те, которые те получают деньги, зарплату, понимаете? Надо различать все-таки. Я не в штате, признаюсь честно. То есть вы так по таким, по призванию сердца и души. Да. Ну, как там Бондарева, например. Кто там Жигемонт? Я это энтузиаст. Ой, Игорь, спасибо, дорогой, за то, что ты мне напомнил про этот проект. Игорь забыл упомянуть главное, да, кто там был главным? Петровский был, там Дермант был. Там, сейчас вспомню, кто-то еще был, ну вот Петровского я помню. Эти ребята евразийцы, да, в свое время хотели меня туда затянуть, вот, и просили меня писать статьи. Вот. Я отказалась. Но почему они мне предложили, вы знаете, да? Потому что я занималась изучением евразийской интеграции Евразийского экономического союза. И в отличие от них, я действительно изучала, и писала и публиковала свои статьи или исследования, например, представляла на конференциях в Великобритании. Вот. И там же есть размещены мои тезисы, например, в Кентском университете. Вот. Но им я отказывала, и они, не спросясь меня, поставили мою фотку, поставили меня как эксперта и разместили мои материалы без моего спроса. Вот так вот. Даже мне за это не заплатили. Вот. Я такого не помню. Пусть продемонстрируют инвойсы, чеки. Тогда, может, я соглашусь с тем, что я хотя бы агент влияния. Вот. У меня было таких ситуаций немало, потому что, понимаете, я являлась доцентом факультета международных отношений. Им хотелось хоть кого-то приличного себе затянуть. У них не получалось. Я об этом узнала постфактум, заочно, меня никто об этом не ставил в известность. Но я узнала еще, это было там, я не знаю, при царе Горохе. Но вы же знаете, что в Беларуси что-то там с интеллектуальным правом, с правом интеллектуальной собственности, как-то там. В общем, короче говоря, это все происходило именно в таком режиме. Но Игорю я благодарна. Я благодарна за внимание к моей особе. Спасибо большое, Игорь. Я надеюсь, ты будешь читать мои статьи и материалы. Может, глядишь, и как бы зря я так про тебя говорю. Все, что я могу сказать. Спасибо за рекламу. І тут узнікае пытанне, навошта гэта робіцца? Праўда, калі глядзець гэты сюжэт, я, дарэчы, адмыслова не даваў спасылку на гэты сюжэт у наше апісанне, што мне яго рэкламаваць? Ён спасылкі на наше з вами інтэрв'ю на Еўрарады ў сябе не дае, так што няма чаго. Але ён далей тлумачыць там мэты.
усяго вот гэтых там скажем выкрыванняў Розы Турарбекавай там ці яшчэ каго-нибудь там Лябедькі того ж самого про тое что гэта ж задача спецслужб агенты ўплыву каб потым вот сярод апозіцыі былі свае асабліва на лідарскіх нейкіх таких пазіцыях каб потым скажем у выборах якія збеглыя сабе арганізуюць один агент спецслужбаў супраць які узначальвае нейкую фракцыю супраць другога агента змагаліся і таким чынам как бы послаблялі один аднаго мэта такая каб яны постоянно сводить их стравливать да раскол. Ну методичку написали ему, вот он ее и читает. Все, что я могу сказать. Раскол. Ну да, это было бы ожидаемо. Как бы, зачем все это говорится? Это говорится именно с такой целью, почему там выбираются определенные фигуры, как бы, потому что они и так таргетируются, да, а тут они еще добавляют, вносят, как бы, как это сказать, сомнения в умы белорусов и подтверждающие факты. Там, Сонар, ФСБ, Евразия, а то, что Сонар вообще как бы реализовывался в Беларуси, и там принимали участие все пропагандисты. Так у меня вопрос к Игорю, они все агенты КГБ, ой, ФСБ, да? Все агенты ФСБ? То есть это как бы вопрос к ним же еще. Вот, и ну, это такой проект очень как бы понятный. А то, что и Тур сейчас такие разъяснения дает, ну, это понятно, это нацелено на раскол, на дискредитацию, на как это, сомнения, в общем. Но только вот тут вот как это сказать, он не додумал. Один агент не может ослаблять другого агента. По идее, должен один агент ослаблять настоящего какого-нибудь оппозиционера. Тогда есть смысл в этом расколе. А так вот смысла нет, как говорится. Как это один другого? Ну что ж он там, немножко не додумали там. Методичку допишите, пожалуйста. Вот, что-то не очень хорошо написали. Вот, поэтому, ну, что тут скажешь? Я, честно сказать, крайне удивлена таким вниманием к моей скромной персоне. Все, что я могу сказать. Не, ну глядзіце, спадарыня Роза, ўсё ж таки аднім турам увага да вашай персоны не абмяжоўваецца. Я там разумею, что і тут просто незразумела таксама, хто агентура, хто там на каго нападае, каго з кім страўлівае, но там атрымліваецца, что альбо вы там как бы там нейкім чынам напалі на бедных блогераў, якія потрапілі ў коорднацыйную раду, ці это блогеры на вас напалі. Я нешта не зразумеў, ведаеце, як там у того же самого профессора Преображенского. Я не понял, кто на ком стоял. Так и тут. Вот так что там здарылася? Что за некие там война помеж вами и блогерами? Да. Ну, во-первых, не всеми блогерами, а частью, как говорится, уже быть точными, да. А во-вторых, я думаю, что опять имеет место недоразумение, и меня опять передергивают и выворачивают наизнанку то, что я пишу. Вот. Я написала у себя в телеграм-канале открыто. Одно дело было в чате Координационного совета, а совсем другое дело я написала в телеграм-канале. Но я везде всегда повторяю одну и ту же мысль относительно блогерства и блогера вообще. Вот. Их позиция в журналистике или в медиапространстве следующая. Они не являются экспертами, они не являются учеными, они не являются журналистами. То есть если блогер чистый блогер, он не является таковым. Вот. И в этой связи их мнение является авторским и бездоказательным. Почему бездоказательным? Потому что с моей строгой академической точки зрения доказательное мнение может зиждиться только на научном исследовании, результаты которого были защищены буквально. У нас в академическом мире это делается так. Поэтому для этого проводятся научные конференции, люди выступают с результатами своего исследования, идется фидбэк, да, пишется рецензия на ваше научное исследование, и таким образом в научном мире обсуждаются выводы вашей, там, я не знаю, диссертации, статьи, и вы их защищаете. Это все построено на доказательной основе, а доказательная основа построена на научном методе. Где у блогеров это есть? Этого у блогеров нет. Это им не присуще, это нормально. Но то, что я это прописала, я это сказала, это вызвало такую реакцию у некоторой части блогеров. Не у всех, у некоторой части блогеров.
Поэтому они, в принципе, те, кто возмущен был этим, они должны были меня более внимательно читать. Я говорила о авторском, бездоказательном мнении блогеров, которое не построено на строго научном подходе. Попробуйте Ну вот как-то это погодите, опровергнуть. логичная выснова з ваших слов. Я цитую: по словам Розы, блогеры занимаются только пустой болтовней. Ну, если вы так считаете, что я Это могу я сделать с цитую. вами? Что я могу с вами сделать? Что я могу с вами сделать? Считаете иные неакадемические речи пустой болтовней? Ну, это ваше право. Я не считаю, что они... Вы понимаете, это как раз и есть манипуляция. Это и есть манипуляция и спекуляция. Если бы я написала, что все, что пишут и говорят блогеры, является пустой болтовней, потому что они свои выводы выдвигают не на основе научного метода, а просто являются авторами этих выводов. Больше ничего. Я так написала? Нет. Между тем, что есть научные выводы, и тем, что пустая болтовня, в этом промежутке что-то есть у меня вопрос? Я думаю, что много чего есть. Много чего есть. Но если они идут на такой конфликт и обиделись на то, что я не считаю их экспертами и учеными, на том, что их выводы не являются доказательными, что я могу сделать? Но еще раз повторюсь, это далеко не все блогеры, это просто часть блогеров. Они должны понимать разницу. И все. Я на эту разницу указала. Ну, а изначально посылка была такая, что как бы много вас тут, как там чего-то там, доцентов или еще кого-то. Но мне кажется, вот не надо было так начинать. Поэтому я, собственно говоря, пояснила, чем отличается эксперт и ученый от блогеров. Я вот у себя тоже в блоге пишу, доказательств не привожу. Я точно знаю, что это не научное исследование. А вот когда научное исследование, я их публикую и публикую в своем телеграм-канале. Вы там открываете и смотрите. Там уже научное исследование, либо экспертное policy paper. Там все уже четко. Там со всеми критериями, методами и так далее и тому подобное. Ну вось, а теперь к главному. Роза, блогерам не нужна власть, не нужны регалии. Мы простые белорусы. Мы говорим и показываем то, что происходит людям. КС 2.0 за 2 года с экспертами показал, на что он не способен. Или вам нужно еще 25 лет, чтобы был результат? Ну и вот как бы отрымливается... Еще раз одна цитата. Также Роза Турарбекова считает, что КС развалится, так как в нем стало много блогеров и очень мало элиты у дужках экспертов. Так КС развалится из-за чего по вынику? Из-за того, что мало элиты у дужках экспертов, ці все ж таки есть некие иншие перадумовы и предпосылки? Вы об этом. Ну, во-первых, да, этот пример, по-моему, из реальной Беларуси, насколько я помню, да, где было совершено на меня фактически, это называется нападки, личные нападки, буллинг в отношении меня. Это организованная вещь, я заявляю официально, и официально заявляю о том, что мне угрожают, меня травят, за то, что я сказала, то, что я сказала. Большего я сверху не сказала. Ни про власть, ни про общественно-политическую значимость блогеров, ни про то, что блогеры развалят Координационный совет 3. А где цитаты? Нет цитат. Все, точка. Это все выдумки, это все манипуляции, спекуляции с целью таргетинга лично меня и буллинга в отношении меня. И я буду рассматривать это именно в таком ключе, что вы меня, уважаемые, кстати говоря, анонимно, там не было автора, насколько я понимаю, у этого материала, правда? Ну, я не бачыў подпису. Еще одна. Это гадость. Это гадость. Причем эта гадость абсолютно сознательно совершенная. Лично против меня. Это такой таргетинг идет в отношении меня, и я официально заявляю,
что в случае появления такого рода материалов я буду это воспринимать как угрозу, преследование и буллинг в отношении члена Координационного совета и лидера списка «Наша справа». Уже не говоря про меня как про эксперта и личность. Вот, поэтому я официально заявляю, что если я еще раз увижу подобного рода материал, анонимный материал, за который никто не отвечает, я буду это расценивать как угрозу. Как угрозу в отношении меня. Вот. Теперь, что касается Координационного совета и кто его развалит. Поводом, наверное, для такого рода приписывания мне являлся последний пост, где я поставила вопрос. Я не ответила на него. Я поставила вопрос. Я говорила о том, что это, возможно, конец демократии конец демократии в демократических силах. Я имела в виду вот то, что сейчас разворачивается в Координационном совете, слом статута, попытка навязать волю большинства меньшинству вне всяких правил. Вне всяких правил. Потому что слом института – это слом правил, и навязывание своего мнения большинства меньшинству через различного рода документы, которые призваны в первую очередь сломать тот порядок вещей, который сложился до этого. Вот, поэтому вот, собственно говоря, вкратце ответ. Здаецца ж нармальная сітуацыя і дэмакратычная, калі ёсць большинство, якое прыйшло да ўлады, не скажешь, ва установу, у нейкую там структуру шляхам выбараў, яны маюць права змяніць нейкія там статут там, то есть тое, чым яны незадаволеныя, змяніць, бо вынесці на разгляд і правесці нейкія змены, реструктурызацыю, ўсё астатняе. Право-то имеют. Это от слова право, а не от слова произвол. Да? Право-то имеют. Но право по какой процедуре должно осуществляться? У любого права должна быть процедура. У нас процедура была. У нас предполагался порядок внесения изменений в статут. И до изменения статута он действует. Нельзя параллельно писать второй статут. Или это называется не Координационный совет. Вот этот институт. Он называется как-то по-другому. У Координационного совета все еще есть статут. Плохой он, хороший. Написан кем-то там. Человеком, который не нравится. Кстати, его 3 месяца согласовывали, голосовали постатейно. Постатейно голосовали. Поэтому, проявите хоть какое-то уважение к той процедуре, которая там была предусмотрена. Вы хотите ее изменить? Измените ее в соответствии с этой же процедурой. Вот. Начните переговоры. А коммуникация, конечно, была изначально просто ужасной. Просто присылался документ, и мы ставились перед фактом, что отныне они хотят заморозить статут, не внося это положение на обсуждение. Даже не обсуждалось, просто присылалось. Голосуйте или не голосуйте. Но голосовать вы будете по нашему расписанному уже регламенту. Что такое? Это как? Это, короче говоря, условно, если мы с вами строим протопарламент, то это не парламентское дело. Вот то, как делается сейчас, это не по-парламентски. Я уже говорила, по-большевистски. Мы уже с вами вроде это дело обсуждали. Але мы маем большиню, мы маем оппозицию, умовно кажучи. Пока еще не оформленную, да. Да, але все ж таки так склалася ўжо. Ёсць магчымасці ўсё ж таки нейкім чынам адстойваць сваю пазіцыю, дамагацца. Как? Если статут ломают, как? У нас была возможность, я не знаю, не соглашаться путем голосования 1/3. Если они не набирают 2/3 голосов, они не могут внести изменения. Они должны вначале с нами обсудить. Это же вопрос торга политического на самом деле. Вот, но торг только начинается, если он начнется. А изначально коммуникация была выстроена криво. Я об этом говорила. И коммуникация была выстроена в форме диктата фактически. Нас ставили просто перед фактом, больше ничего. Нас не приглашали к обсуждению. Я, например, не писала этот статут. Я не находилась во фракции Егорова.
Почему меня и мой список сделали жертвой всей этой ситуации? Ну, видимо, мы настолько маленькие и незначительные, это как раз к вопросу об уважении к меньшинству. Мы настолько маленькие и незначительные, что с нами даже не захотели разговаривать первоначально. Этот документ появился за 2 часа до начала открытия. Я же говорю, там коммуникация, к сожалению, она осуществляется в такой неприемлемой форме, что она ничего, кроме возмущения, лично у меня не вызывает. Не вызывает. То есть я бы и рада была бы в чем-то принять участие и послушать, но в такой форме это унизительно. Это не к вопросу не о моем самолюбии, а к уважению к тем людям, которые за нас проголосовали. Конечно, я понимаю, что у нас всего лишь навсего 6 мандатов против 28. Это я понимаю. Но не надо мне каждый раз как бы со мной вести так, как будто я мышка на фоне горки. Не надо так. Это к вопросу о коммуникации и культуре. И я не приемлю такие низкие стандарты коммуникации. Все Егораў ці там да здаецца Егораў опісваючы вот як яму бачыцца ўся гэтая сітуацыя назваў яе канстытуцыйным пераваротам ці не занадта ён замахнуўся высока. Ну, по крайней мере, когда мы с вами говорим о статуте, то в этом смысле, если он считает, что статут есть внутренняя малая конституция Координационного совета, да, это можно считать конституционным переворотом. Я бы на первое место бы вынесла бы проблему коммуникации. Проблему коммуникации. Коммуникация говорит гораздо больше, нежели чем вот все эти документы вместе взятые. Все можно было бы обсудить, всех надо было пригласить к этому обсуждению. Но это все началось только после того, как поднялся вопль. И первым, кто начал кричать, это была я, кстати, у вас на Еврорадио. Ну, я так понимаю, я своими выступлениями вызываю очень серьезное раздражение и возражение. Меня же пытаются сейчас как бы сдержать в моей критике. Но нейкая ўсё ж таки спроба змяніць подходы да камунікацыі ну паспрабаваць наладзіць абмеркаванне калі не супрацоўніцтва, то ну нейкае абмеркаванне і спрабаваць сумесна знайсці выхад у сітуацыі яно ёсць вот ці не пацягам гэтых вот дзён, якія прайшлі з моманта заканчэння галасавання і пачатку это супрацьстаяння. Ну, наверное, есть. Туда ходил вернее, на заседание оргкомитета. Это параллельная структура, которая создавалась или создана большинством. На это заседание приходил от нас делегат, вот, чтобы послушать, что там предлагается. Но нам нужно время для того, чтобы это обсудить и принять решение. Вот. Не надо нас сейчас засыпать документами и требовать от нас подчинения. Вот. Мы должны это обсудить и для себя решить, принимаем мы это или нет, вот, и на какие условия мы согласимся, а какие, наверное, нам не подходят. Вот, если честно, Змейтер, вот с этого и надо было начинать, а не вот с того, что у нас произошло. Ну да, там шмат, конечно, ад самага пачатку я не ведаю, чым гэта была выклікана такая пазіцыя, але нават вот першы ліст такі быў апублікаваны і дзе пісалася про тое там, что мы там прадстаўнікі спісаў, якія былі абраныя. Ну але ж там не прадстаўнікі спісаў, там прадстаўнікі часткі спісаў. То есть уже ад самага пачатку типа там нацягванне, что мы тут гаворым ад імя ўсіх. Ну да, это вот проблема. Вот проблема. Мы все, а вы кто? Никто. И вот это возмущает. Понимаете, я не знаю, сознательно это делается или несознательно, это ли просто результат некомпетентного подхода к написанию документа. Но они не видят, как это смотрится со стороны. Они хотят добиться своей цели что? Любыми средствами. Ну так это и так и воспринимается. Мною это воспринимается именно так. Поэтому я такую оценку и даю. Это большевистский подход. И все. Со мной никто лично, кстати говоря, не связывался перед этим. Не приглашал меня к разговору.
Связались только тогда, когда я стала вопить. Что со мной никто не связывается, никуда нас не зовет, нас ставят просто перед фактом: хотите — приходите, хотите — не приходите. Присоединяйтесь. Слушайте, что это за разговор такой? Поэтому, когда уже мне написали в личное сообщение, после того, как я стала по этому поводу возмущаться, только после этого я обсудила это с фракцией, фракция решила отправить от нашего имени делегата, но лично я сама не пошла, потому что я решила воздержаться, потому что такой вид коммуникации, с моей точки зрения, был неприемлем. Посмотрим, как будет дальше дело развиваться. Борис Алм пишет: госпожа Турарбекова очень пристрастна к блогерам. Очень многие блогеры имеют большой журналистский опыт и опыт работы в вузах, а прикрываться научными исследованиями просто смешно. Прикрываться? В смысле прикрываться? Я ничем не прикрываюсь. Я просто говорю, чем отличается блогер как профессионал от всех остальных. Блогер – это одно, эксперт – это другое, ученый – это третье. Не все блогеры дураки. Вот понимаете, мне сейчас пытаются присвоить вот это, то, что написала «Реальная Беларусь». Это манипуляция и спекуляция, уважаемые. А я говорила о том, что блогер обладает авторским бездоказательным мнением, потому что свои стримы он ведет, не транслируя научные результаты научных исследований. Покажите мне этих блогеров, кто транслирует результаты своих научных исследований. Тогда это будет называться по-другому. Если вы транслируете результаты своих научных исследований, это называется по-другому: вебинар, семинар научный, научный доклад. Вот и все. Давайте просто как бы с формулировками разбираться. Кто-то мне недавно написал: вы как чиновник. Я пишу о том, что я никогда в жизни чиновником не была. Я всю жизнь была ученым и преподавателем. Но за каждым термином стоит конкретное содержание. Вот я о чем говорю. Так болезненно, самолюбиво воспринимать, что вам говорят, что ваше мнение является научно недоказательным, так, разве это блог? Блог разве ставит собой целью заниматься научной деятельностью? Блогеры разве занимаются научной деятельностью? Есть эти самые подкасты, которые размещены на университетских платформах, где профессора излагают результаты своих исследований в популярной форме. Но они не блогеры. Это подкасты, серия подкастов, которая размещена официально на платформе того или иного университета. Даже это назвать научным исследованием нельзя, потому что они просто занимаются популяризацией своих результатов. Они не защищают их так. Они не занимаются научным исследованием в прямом эфире. К вопросу о терминах и категориальном аппарате. Будьте внимательны, пожалуйста. На завяршэнне навукова падыдзем да гэтага пытання і паспрабуем на яго адказаць. Ты колькі ж, на ваш погляд, пры захаванні такога узроўню і камунікацыі, і ўзаемадзеяння, і мэтаў, якія перад сабой ставяць тыя ці іншыя удзельнікі працэсу, засталося жыць Координационному совету 3.0? Я желаю Координационному совету 3.0 жить долго, то бишь 2 года. По сроку, да? Я надеюсь, что члены Координационного совета найдут в себе силы и политической мудрости, чтобы прийти к согласию и уважать друг друга, включая уважать меньшинство, а не диктовать свою волю с позиции силы и с позиции большинства. И тогда все будет хорошо. Я надеюсь на здравый смысл в этом плане. И надеюсь, что та критика, которая звучит из моих уст и из уст моих коллег, будет воспринята адекватно. Не надо обижаться. Вам еще впереди предстоит выслушать и не такую критику. Воспринимать это профессионально, как обязанность. Не прогучыць вось пасля словаў «я спадзяюся», «я веру» и потом такое «але». Всегда находится «але».
Это всегда. Ну, в данной ситуации сейчас, да, ситуация неопределенная, сложная, поэтому я и говорю "но". Вот, поэтому, во-первых, я хочу сказать, что я как преподаватель и как ученый, да, это моя первичная, как это сказать, идентичность, если можно сказать так. Ну, помимо того, что я мать и женщина, да. Вот, это моя первичная идентичность. И я в целом отношусь ко всему именно таким образом, то есть как должно быть. Я говорю всегда о том, как должно быть. Как уже получится, это уже, как говорится, другой вопрос. Но как должно быть. И всегда считала и буду считать своим долгом говорить о том, как должно быть. Не воспринимайте это на свой счет, но воспринимайте это как просто информацию к размышлению. Вот и все. Ну вот самое галоўнае, что мы з вами гэтым разам абышліся без крытыкі Тихановской, а то Подождите, подождите. лишних 30 тысяч ни у кого из нас нету. Во-первых, есть, как это сказать, есть темы, которые, ну, как бы они продолжают оставаться актуальными, да. Критика Светланы Тихановской. За что? Вот за что? Пока нет повода. В моем представлении я не вижу никакого, ни одной причины. Появится причина, конечно, будем. Несмотря на что там, 30 тысяч, сколько мы там? Да, 30 тысяч. Ничего себе. Хотелось бы, слушайте. Не, это в смысле не нам дадут, а нам трэба будзе заплатить это самое. Вы что, не глядели инсайды от Вероники Цыпкало? Нет, не видела. Ну, вы что? Я что-то пропустила, простите, пожалуйста, я не все смотрю, да. Мы 30 тысяч должны получить. Калі мы пакрытыкуем Тихановскую, то яны выставяць нам рахунак, і мы павінны будем заплатить 30 тысяч. Ну, мы шэндзіай там усе подписали. Не, ну, мы же миллионы это получать должны. Какие-то 30 тысяч. Не. Поднимите ставку, пожалуйста. Да, не-не-не, это мы будем потом платить им за то, что вот они нам выставить. Вы покритиковали, платите за это. Вот как. Не разобралась в механике, извините. Хорошо. А то вы все ждете, когда Петровский вам там за сонару все заплатит, ФСБ, когда уже зарплату за 10 лет. Ну, уже же говорят, уже по телеку уже говорят, они же не могут врать. Значит, есть, но где-то по дороге потерялась. Да не, я вот требую. Это кто-то там, это самое, в свою кишеню там выпадково раз и ваши гроши поклал. Присвоил. Так что я жду, то что это не могут врать на ОНТ. Конечно, не могут. А вы звернули увагу, який новый костюмчик у Игороши-то? Так вот, наверное, это мои деньги и есть. Он за меня получил от Сонара. Нехороший такой. Да, говорит, узгадалася это, калі вы сказали за что, узгадаўся той анекдот, когда там Герасим топил Муму, а она-то ему человеческим голосом говорит: за что? Так и тут амаль что вся гэтая ситуация, выбачайте, нагадывая 10 и с координацыйнай радай, и с 30 тысячами, и з усім астатнім. Дякую вялікі. Вось на такой пазітыўнай ноце, як два стендапера, не блогера, мы закончили нашу размову с Розой Турарбековой. Дякую вялікі, спадарыня Роза. До сустрэчы, моцы, сілы, здароўя. Жыве Беларусь. Жыве вечна.